Я считаю, что нет, потому что если ты, допустим, с мужем поедешь в ресторан, ты не будешь же платить пополам, он должен все оплачивать, он должен все делать. Вот. А ты должна быть красивой, ухоженной, любящей. А девочки, они никому ничего не должны, они по факту кошечки. Это хорошо. Почему? Ну, потому что у каждого в семье должно быть свое место. У жены свое, у мужчины свое. Фу, у мужа. Я считаю плохо. Вот я считаю плохо, потому что, мое мнение, у каждого в семье должно быть свое место. То есть мужчина, он должен принимать те решения, которые зависят исключительно от мужчины, а женщина должна принимать те решения, которые зависят исключительно от женщины. И я считаю, в любой семье должен быть главный. И равноправие, в этом плане оно абсолютно играет в противоположную сторону, как по мне. То есть мужчина – это глава семьи, а женщина с помощью своей мудрости поддерживает эту главу. Смотря как это понимать. Если равноправие в праве именно как мужа и жены, то мне кажется, нет. Потому что мужчина главный в семье, по факту, так как на него идет опора и обеспечение семьи. Смотря какое равноправие. Мне кажется, они ровным счетом должны выполнять свои обязанности. Муж свои обязанности и жена свои обязанности. Ровно и четко. Понятие равноправия довольно сложное. Для одних людей это означает одно, для других другое. Но лично для меня, если мы учитываем равноправие религиозное и традиционное, то это только помогает. Это только помогает, когда жена хозяин в доме, а мужчина главный за пределами этого дома. Я думаю, это только помогает в создании семьи, когда муж слушает жену и жена слушает мужа.